Здравствуйте, уважаемые гости нашего канала. Сегодня четверг, 13 октября 2022 года. Сегодня мы поговорим о международной активности в Центральной Азии. Для этого я пригласил на наш канал журналиста, политика из Казахстана Жанару Ахметову. Жанара, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо, Мурат. Спасибо, что вы пришли на наш канал, Жанара. Я бы хотел несколько вопросов вам задать, потому что вы, как и я, много работаете по Центральной Азии, много информации у вас есть, и все события, которые происходят, вы, как и я, анализируете и следите за происходящим. Вот у нас, у зрителей и у меня, в частности, есть очень много вопросов, связанных с Центральной Азией. Что там происходит? Я бы хотел вот такой вопрос задать вам. Вам не кажется, что в Центральной Азии в настоящее время происходит слишком высокая активность, международная политическая, внешняя активность? Слишком активен Путин. Что происходит в Центральной Азии? Почему такая внешняя политическая активность в последнее время очень сильно происходит? Скажите, пожалуйста. Да, действительно, активность очень высокая. Я тоже на это обращаю внимание. Примерно с мая этого года, когда Путин впервые начал выезжать с того момента, как началась война в Украине, вот это его были первые поездки, они все были направлены в Центральную Азию. Прежде всего Ашхабад, Душанбе, Бишкек, теперь вот Астана. То есть буквально все регионы Центральной Азии, в Самарканде он был, вот, то есть буквально все регионы Центральной Азии он охватил. Кроме того, идут встречи в Москве, в Санкт-Петербурге, то есть внутри России. И если посчитать с мая вот по октябрь, да, то есть это меньше, чем за полгода, встречи на самом высшем уровне, большое количество саммитов, это и ШОС, и БРИКС, и ЕАЭС, и ОДКБ, и СНГ. И вчера у нас саммит прошел, значит, СНДА в Астане, и появился новый саммит, на который тоже есть смысл обратить внимание, он называется «Россия, Центральная Азия». То есть прямо показывают, что вот Россия, вот Центральная Азия. То есть мы над вами такая надстройка над центральноазиатскими странами. И это, конечно, активность связана с тем, что Путин несет тяжелые поражения на фронте в Украине, и, соответственно, он должен укреплять свои связи. И он не только Центральную Азию посещает, я хочу сказать, что это и Восточная Азия, страны арабского мира, и активность очень высокая, да, и он получает эту поддержку. Причем вот российские комментаторы ошибочно считают, что Путин, у него дела очень плохи, а я, наблюдая за теми встречами, которые он проводит, и результатами этих встреч, я понимаю, что на самом деле все не так плохо, потому что Путин в итоге заручился поддержкой и Эрдогана, и Ирана, и Катар, и саудиты, и Дубай, и Ирак, и Индонезия, и Индия. Охват очень широкий, с ним же работает и Китай. Только на первый взгляд кажется, что Россия не контролирует ситуацию. На самом деле Россия получила новых сторонников, союзников, которые заходят в наши союзы, в том числе и в ШОС, и это присоединение Азербайджана к нашим саммитам. То есть я считаю, что ситуация у него не хуже. И он это делает сознательно, потому что он сегодня ищет поддержку во время санкций в странах вот, это Восточной Азии, Центральной Азии и арабского мира. И у него все это получается. Мы видим по ценам на нефть. ОПЕК в итоге сумел удержать цены на нефть. И результаты есть у Путина. Иран ему дает дроны. Переговорный процесс ведет Эрдоган со странами Запада и Украины. То есть все работает, я считаю. Окей. Я тоже за этим наблюдаю. Действительно, очень много мероприятий проходит в Центральной Азии, в частности, в Казахстане, в Самарканде, в Ашхабаде. Я могу добавить саммит прикаспийских государств, там тоже прошел. То есть очень насыщенная международная политическая жизнь происходит в Центральной Азии. Это с чем-то связано, это приводит к чему-то. Все-таки, как вы думаете, какую цель преследует Путин в Центральной Азии? И, конечно же, в частности, в Казахстане. Он там, если проводит много мероприятий, наверняка у него есть какая-то жесткая цель, которую он преследует. Как вы думаете?
Ну, на самом деле там сразу несколько целей. Вот первое, то, что я уже сказала, это обходить режим санкций, экономику свою удерживать, да, во время войны, новых союзников получать. И вторая цель, она, конечно, носит политический характер, военно-политический, я бы сказала, да. Когда Путин приходит в Центральную Азию, в первую очередь в Казахстан, это, конечно, связано с тем, что войну в Украине страны Центральной Азии, его союзники должны поддержать. Если посмотреть на результаты резолюции ООН, которые вот мы видим результаты голосования по так называемым квазигосударствам, которые создал Путин, захватив территории Украины и назвав их ЛНДР, и Запорожье, и Херсонские области, да. Вот эти в ООН, естественно, не проголосовали, практически никто не поддержал Путина, он не получил голосов в поддержку. Но наши страны, несмотря на то, что вот, например, Токаев говорил, что он против того, чтобы квазигосударство признавать, он все-таки поставил голос воздержаться. И вот страны Центральной Азии, они воздерживаются в этом вопросе. Единственная страна, которая его поддержала, по-моему, Корея Северная, да, и то я, по-моему, заблуждаюсь, да. Но наши страны, если весь мир единодушно проголосовал против, наши страны, они воздерживаются. То есть они не дают однозначной оценки аннексии этих территорий, понимаете? Поэтому, конечно, давление на наших диктаторов колоссальное, да, жесткая позиция у Путина по отношению к нашим странам, он это жестко продавливает, и я думаю, что вот эта встреча, которая была в этот раз в Астане, она носила еще более жесткие договоренности, и в ближайшем будущем мы увидим все вплоть до мобилизации в Центральной Азии. Им придется подчиниться. Да, я согласен с этим. Вот такой вопрос, да. У многих наших слушателей, у многих наших активистов, у многих наших граждан, гостей нашего канала создается такое мнение, что Токаев в Центральной Азии решил демократию строить, что Токаев против Путина, Токаев не поддерживает Путина. Его выступление на форуме в Санкт-Петербурге, где он сказал, мы никогда, Казахстан не будет поддерживать квазигосударство, там и так далее, и так далее, и так далее. Это прям у Путина в гостях так вот открыто сказать. То есть у многих вот граждан бывшего Советского Союза складывается мнение о том, что Токаев действительно уходит от авторократии в сторону демократии, и он уходит, соответственно, от Путина. Поясните, пожалуйста, как вы смотрите на вот эти заявления Токаева о том, что Казахстан не поддерживает эти квазигосударства, 4 вот эти вот области, да, образовавшиеся, и будущие области, которые захватываются и объявляются. И он как бы отдаляется от Путина, отдаляется от агрессии, как бы строит демократическое общество у себя в стране, демократическое государство и хочет работать напрямую с Европой. Объясните, пожалуйста, нашим слушателям ваше мнение, с чем это связано, почему он такие заявления делает. На самом деле сейчас будут выборы, они демократичны ли, действительно взял ли Казахстан демократический путь после столь долгих лет диктатуры, или это все обман, или это все просто вот на этом периоде, надо так говорить, и он, как все диктаторы, вначале они все демократичны, а потом они переходят в свой диктаторский режим. Поясните нам, пожалуйста, ваше мнение. Я бы сказала, что это крайне ошибочное восприятие нашего президента Касым-Жомарта Токаева. И я вам предлагаю, давайте мы с вами как-то соберемся, проведем эфир на тему январских событий, чтобы вашим подписчикам было понятно, почему это истоки всего этого происходящего. Но сейчас вот по факту, если смотреть на его действия, то, что тот демарш, который устроил Токаев в Санкт-Петербурге, и я, и консенсус наших экспертов, значит, в этом вопросе, политологов казахстанских, единодушно приходит к мнению о том, что это была постановочная игра, срежиссированная самим Кремлем. И у нас были даже подтверждения этому, потому что то, что произошло в июне на форуме в Санкт-Петербурге, вообще репетировалось и планировалось провести на саммите ОДКБ в Москве. Но там это все как-то не произошло, а некоторые телеграм-каналы российские поторопились
И эту речь Токаева уже озвучили. Я даже публиковала эту речь, показывая, смотрите, вот уже эту речь опубликовали, именно то, что он сказал на саммите в на форуме в Санкт-Петербурге. И это действительно нормально для спецслужб, нормально для той политической верхушки, которая есть и в наших странах, и в России. Они режиссируют такие вещи. И то, что сегодня Россия сознательно и очень масштабно формирует имидж Токаева как президента демократичного, как президента, который стал на путь реформ, и этим занимается исключительно Россия, этим занимаются пропагандисты в Казахстане. И учитывая, что российский медиаресурс, он очень масштабный, он действительно дал свои плоды, и даже на Западе, в Украине, очень большое количество политиков заблуждаются относительно Токаева и действительно считают, что это такой демократ. Но если смотреть по фактам на его действия, вот он, допустим, говорит о том, что он не признает квазигосударство, но в то же время голос от Казахстана звучит как воздержавшийся, то есть он не говорит радикально нет, как сказали остальные там 143 страны, да, проголосовавшие против. И если смотреть на те заявления, которые он сделал, да, о том, что там вот казахские консорциум трубопроводный, значит, они будут вести отдельно, построить новый маршрут, то есть он это объявляет громогласно, давайте будем строить новый маршрут в обход России. Но, знаете, построить маршрут – это огромные средства, его только спроектировать нужно не 1 год, поэтому провозглашать можно все что угодно. Это звучит как политический партийный лозунг, который никогда не будет осуществлен. И таких примеров много. Более того, Казахстан напрямую участвует в обходе санкций, помогает России зарабатывать деньги. И это доказано многими экспертными сообществами на Западе. Люди это видят, что Казахстан в этом участвует. И, конечно же, в политическом плане Казахстан целиком и полностью пророссийскую политику, риторику придерживается этого. Например, вот совсем недавно наш президент предложил создать структуру, которая будет базироваться на базе Союза, на базе СНГ, и эта структура должна будет заниматься углубленным изучением русского языка. То есть период, когда русский язык является ведущей мотивацией для развязывания войны, как в Украине, и не только в Украине, в других странах угрозы звучат, связаны именно с русским языком, с притеснением по этому признаку. Наш президент выходит с абсолютно прокремлевской, пророссийской инициативой. Он отменяет в Казахстане латиницу, он отменяет у нас программы «Балашах» западные, когда наши студенты должны были учиться на Западе, и переводит их полностью в российские вузы. Он сегодня содействует Российской Федерации в сдаче тех людей, которые бежали в Казахстан, мобилизованные, вернее, от мобилизации, и помогает, сотрудничает, наши силовые структуры сотрудничают в этом направлении с силовыми структурами, военкоматами Российской Федерации. То есть на словах он действительно выглядит так, и я хочу сказать, его российские средства массовой информации этот имидж усиленно поддерживают, но по факту это не так. И это человек, который превратил Казахстан абсолютно полностью в объект Российской Федерации. Мы раньше хотя бы какую-то субъектность сохраняли как государство, какую-то независимость сохраняли. Сейчас это полностью утрачено. Поэтому ошибочное мнение в отношении Токаева. И когда люди так заблуждаются, они не видят угроз. А я считаю, что угрозы нам предстоит разгребать очень серьезные, связанные с этим. Спасибо. Уважаемые туркменистанцы, уважаемые гости нашего канала, вы можете прямо политику, журналисту Жанара Ахметовой задавать вопросы, я буду высвечивать на экран. Да, я с вами согласен. У многих людей создается ошибочное мнение. Не надо забывать о том, что Путин контрразведчик и Токаев, если я не ошибаюсь, тоже контрразведчик. А Да. как вы знаете, разведчики ищут друзей, контрразведчики ищут врагов. Поэтому у них что-то есть родное, что-то связанное, то есть альма-матер, как говорится, начальное образование у них идет оттуда. Вот я с вами согласен в одном, что в Центральной Азии вот эти диктаторы, да, их независимость очень хрупкая. Самостоятельно они ничего не могут сделать. Поэтому вот я замечаю очень много раз
на заседание ООН по многим вопросам, связанным с Россией, например, с агрессией России, с объявлением вот этих вот непризнанных республик и так далее, наши страны, то есть Центральной Азии, голосуют нейтрально. То есть никогда они не дают какую-то позицию. Они просто убегают в сторону и стоят. Это говорит на самом деле о хрупкости их независимости и о хрупкости их самостоятельности при принятии решений. Я с вами в этом согласен. Я вот такой вопрос хочу вам задать, Жанара. Если Путину и так Центральная Азия принадлежит, и так он на эту Центральную Азию смотрит как на свои государства, то есть свои губернии, свои, как бы, свою колонию и так далее, зачем ему вот эти масштабные внешнеполитические региональные игры, если он основной региональный игрок в Центральной Азии? Чего ему бояться? Ему даже ездить не надо. Он может позвонить, их пригласить, они все приедут. Как приехали на день рождения и сидят с мертвым лицом. То есть, почему он туда ездит, почему он встречается, почему он там лично беседует? То есть, у него авторитет упал или эти центральноазиатские страны начали из-под Путина уходить? Почему Путин будет захватывать Центральную Азию еще раз, если она и так ему принадлежит? Как вы думаете? Ну да, здесь такой вопрос мне очень часто задают, как раз-таки именно в таком контексте. Дело в том, что ситуация же изменилась. Путин проигрывает войну в Украине, он просчитывает последствия, он понимает, что проиграв эту войну, страны Центральной Азии тоже захотят свободы и начнут потихонечку отделяться, уходить в независимость. Поэтому, конечно же, он будет контролировать все эти страны, а мы все по факту являемся колониями Кремля. Если уж такую сильную ресурсную страну, как Казахстан, смогли полностью подчинить, и мы сегодня в экономическом плане, в политическом, военном плане целиком полностью зависим от Кремля, то все остальные страны, тем более, да, такие страны, допустим, как Кыргызстан, который не имеет ресурсов, да, там у Туркменистана есть ресурсы, нефть и так далее, но самостоятельно торговать эта страна не может, тем более, что ваша страна по всяким рейтингам о правах человека, о свободах, она занимает всегда последние строчки, находится на контроле у Госдепа США и именуется там как страна, вызывающая особую озабоченность. И, кстати, ваш президент на голосовании в ООН, он вообще выбрал самую исключительную позицию, он просто убежал с голосования, его там просто не было. Ну, в смысле, его представителей. Вот, поэтому, конечно, оставаясь вот в этой колонии, а рабов, как мы знаем, надо тщательно контролировать, потому что рабы, они есть рабы. И, естественно, раба всегда хотят присвоить кто-то другие. Поэтому Путин, понимая, что такие игроки сильные зашли, как Эрдоган, как Си, там, Си Цзиньпин, да, вот, такие сильные игроки, они могут влиять, собственно, на наших президентов и каким-то образом их уводить. Более того, с Запада постоянно поступают требования и где-то даже предостережения о том, чтобы наши президенты не ввязывались в военные действия Кремля. Их предупреждают об ответственности, о последствиях, которые могут наступить. Но надо ясно себе отдавать отчет, что никто из наших диктаторов после распада России, да, то есть после поражения, вернее, России, еще даже не распада, а после поражения России в этой войне не смогут вести самостоятельную игру, не смогут защитить свои, так сказать, кресла, они свою власть удержать не смогут. Немедленно последуют волнения в наших регионах. Я больше чем уверена, Казахстан в первую очередь поднимется и начнут требовать свержения Токаева. Поэтому у них выхода нет, у них есть единственный гарант власти, они тоже вынуждены с ним объединяться. А Путин, как известно, он дворовой бандит, он вынужден сегодня контролировать свою паству лично, лично им угрожать, лично их предостерегать, лично их держать, так сказать, за кадык, для того, чтобы они никуда не вздумали даже дернуться. А люди, которым это вдруг захочется сделать, они немедленно получают предупреждение. Например, любая инициатива Мирзиёева в Узбекистане, она, вот вы знаете, Каракалпакский кейс, был развязан совершенно точно диверсантами и провокаторами с Российской Федерации. Кыргызстан, Таджикистан, их кейс тоже был развязан с Российской Федерацией, потому что если наблюдать за СМИ пропагандистскими, которые вот публиковали и освещали эту ситуацию, видно было, что пропагандисты российские усиленно
обвиняли Кыргызстан в том, что он напал на Таджикистан. Хотя это, конечно же, неправда. И совершенно точно Рахмон действовал по указке Путина в его интересах, и именно со стороны Рахмона была развязана эта бойня вся на границе, и она всегда происходит именно таким образом. Поэтому поддержка, однозначная поддержка Таджикистана в российских СМИ, ну, она говорила о том, что это был такой вот, скажем так, предостережение в сторону Садыра Жапарова, который действительно пытается там какие-то вещи для своей экономики протаскивать самостоятельно, там вступает в переговоры с Китаем, с Индией, там, с другими странами. Это все закончилось вот таким вот образом. Поэтому, как бы Путин не был уверен, сейчас ему нужно больше. Я больше чем уверена, что Путин превентивно, понимая, что будут проиграны бои в Украине, могут быть проиграны, да, он превентивно сегодня подвяжет юридически страны Центральной Азии в очередной союз. И боюсь, что это будет союз наподобие Советского Союза, наподобие союзного договора, который все-таки должен уже осуществить давнюю путинскую затею о воссоздании Советского Союза. Да, я с вами согласен в этом. Вот вы сейчас подчеркнули, что Путин вызывает руководителей Центральной Азии и лично угрожает им. Я имею свидетельские показания вот, по туркменской делегации, что Бердымухамедова Гурбангулы, вот этого Аркадара, вызвал Путин, дал ему пощечину, и он ждал в соседнем кабинете, пока тот его примет. То есть такие обращения говорят о том, что этот диктатор не имеет никакую поддержку у себя в стране, и только вот этот узурпатор, диктатор Путин, если не будет поддерживать их, у них никаких гарантий нету о существовании. Поэтому и они слушаются и кланятся этому Путину. Хорошо, с этим вот все ясно относительно. Путин сегодня почти сделал все для того, чтобы его армия, действующая армия, была разбита на территории Украины. У него из своих войск где-то 60% он потерял, они разбиты, инвалиды, материальная часть разбита и так далее. Ему нужны ресурсы. Какая связь между его мобилизацией и Центральной Азией? Вот поясните, пожалуйста, этот вопрос. Для чего Путин лезет в Центральную Азию? То есть просто удержать эти страны в своей власти, как обычно это делается, быть там крупным региональным игроком, или он слабеет и видит, что вот эти вот соседние региональные игроки заходят в этот регион, как Эрдоган со своим Тураном, китайский президент со своими трубами, и он видит, что он теряет там власть, и он начинает там проводить спецоперации в Казахстане, в Киргизстане, в Таджикистане, в Каракалпакистане. И осталась только Туркмения. Но в Туркмении надо спецоперацию проводить, потому что президент страны и представитель парламента, то есть руководитель парламента, это один и тот же человек, отец с сыном. Они сразу легли под него, то есть там даже воевать или спецоперацию проводить не надо. Они уже подтвердили, что это губерния России. Вопрос вот такой. Сейчас идет мобилизация в России. Очень мощным образом хватают всех на улице, люди оттуда убегают и прячутся в соседних странах. Как вы думаете, эта мобилизация коснется только России, или она протянется и в Центральную Азию? Есть ли у вас какие-то сведения по Центральной Азии? Спасибо. Знаете, я почти не сомневаюсь в том, что мобилизация коснется Центральной Азии. Если наблюдать за той мобилизацией, которая идет сейчас в Российской Федерации, мы видим, что те 300 тысяч мобилизованных, которые они поставили себе в план, согласно сведениям экспертного сообщества, они уже есть, они мобилизованы, эти люди. И даже сейчас до Нового года новой волны мобилизации не ожидается, потому что инфраструктура военная не готова принимать такое количество мобилизованных, и сегодня их вынуждают самостоятельно заботиться о себе на поле боя и так далее. Поэтому сейчас будет идти большая подготовительная работа, и Путин совершенно точно осознает, и вся его команда, они понимают, что они самостоятельно эту мобилизацию не вытянут. Они должны опираться на поддержку. И вот я считаю, что они придут в Центральную Азию именно за этим, потому что, первое,
даже если незначительная мобилизация произойдет у нас, во-первых, у нас могут набрать специалистов, тех самых людей, которые могут командовать небольшими подразделениями, специалистов там в определенных направлениях, военных специалистов, да. И самое главное, этих людей можно будет экипировать, одеть, обуть, собрать нормально. То есть там не такая ситуация, у нас не такая ситуация, как у Путина в регионах. Ну и самое главное, что эта сила боевая, естественно, да, ресурс боевой, и выходцы из Центральной Азии, они отличаются там высокой выносливостью. Мы же все-таки выросли в состоянии рабства, да, будем так говорить прямо. То есть наши диктатуры взрастили в нас выносливых людей, которые способны преодолевать многие трудности. Если, допустим, брать европейскую армию или там армию американскую, им, простите, прежде чем их привести воевать, им надо там построить душевые кабинки, плацдарм устроить так, чтобы они могли получать питание. Подготовку серьезную. Да, серьезную подготовку. То есть они должны серьезную инфраструктуру построить, прежде чем начать боевые действия. Да? Это так устроены армии вот, ведущих стран. Но что касается наших армий, их можно бросать вот как вот Путин буквально вот бросает сегодня не одетых, не обутых, голодных этих бойцов, и перед ними еще ставит заградотряды точно так же, как во времена Отечественной войны, когда сами своих убивали. И этот принцип, почему вот Украина, в отличие от Путина, да, она не может себе позволить жертвовать своими специалистами, вот такими тысячами убивать людей. А Путин может, и в этом его сильное отличие, потому что он может, не жалея, в топку войны бросать миллионы жизней. И эти миллионы у него есть. Если смотреть на то, что говорят сегодня экономисты, военные эксперты, именно в России, не блогеры, которые вот, ну, пытаются создать такой фон более позитивный, а именно реальные люди, эксперты, которые занимаются цифрами, они говорят о том, что такой ресурс есть. Спасибо. Вот я не со связью нормально все? Да, все нормально. Вот у нас есть сведения в Туркменистане, да, достоверные сведения о том, что Пригожин прилетел в Туркменистан и произвел мобилизацию. Он собрал 500 человек из тюрем, то есть там конкретно поставили людям, или ты отсидишь до конца, или ты уезжаешь и тебе все прощаешься, едешь на войну. Значит, эта группа, собранная 500 человек с разных тюрем Туркменистана, отправилась в Москву спецрейсами, там их переодели, им дали гражданство, сразу паспорта выдали российские, и на войну отправили. Есть даже раненые, убитые, есть много сведений. Сведения начинают поступать. То есть в Туркменистане ЧВК работает по набору людей, мобилизует на войну на стороне России против Украины. Есть ли такие вот факты, слышите ли вы такие факты среди казахстанцев или других стран Центральной Азии? Есть ли у вас какие-нибудь сведения? Ну, вот я скажу, что таких сведений прямых нет, но вот вы сейчас важную вещь произнесли, да, в контексте реализации этой идеи, да. Путин выдает паспорта Российской Федерации. Вот, пожалуйста, люди, которых насильно вывезли, насильно переоформили их гражданство, они де юре, да, они абсолютно ничего такого, ну, то есть последствий для наших стран никаких не будет. Если мобилизованным будут выдавать российские паспорта, последствий юридических для стран Центральной Азии формально ни одно международное сообщество не сможет к этому придраться. И то, что вы говорите, их мобилизуют с тюрем, я больше чем уверена, такие же процедуры наверняка идут и у нас. Почему? Потому что после моих эфиров мне очень часто пишут казахстанцы, обращаются ко мне и говорят о том, что действительно военкоматы стали собирать информацию, так называемую инвентаризацию вести, и причем они это делают среди населения, которое не является военнообязанными. Идет учет мирного населения через военкоматы. Конечно, причем идет учет даже в школах. Вот мы недавно получили информацию, даже со школ Астаны идет такой учет, перепись идет мужского населения, тех, кого можно будет мобилизовать. Я считаю, что это подготовительные меры. И я не удивлюсь, если в таких странах, как Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, тоже идет работа ЧВК. У нас, кстати, ЧВК публикует открыто свою рекламу
и в Кыргызстане я видела эти прецеденты, и у нас в Казахстане. Причем они это делают сейчас среди военных, среди силовиков. Но я думаю, что если первый шаг сделан, будет и второй, это будет массовое явление. А учитывая, что мы находимся в информационном пространстве России, можете себе представить, обычный казахстанец вечером смотрит новости на «Россия-24», и там постоянно в заставках идет реклама ЧВК «Вагнер». Естественно, людям сегодня забивают голову очень сильно этими деньгами, обещаниями легких заработков. Конечно, очень многие об этом думают. Спасибо, Жанара. Вот у нас есть точные сведения по Туркменистану. Я думаю, что мы отдельную передачу по мобилизации Центральной Азии проведем. Вы дадите свои факты, мы дадим свои факты и сравним их, методологию, насколько эта мобилизация обширная или она адресная. Мы это отдельно проведем передачу на это. Но вот меня удивляет другая вещь. Как это юридически возможно в самостоятельном государстве, допустим, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны, приезжает частная военная компания ЧВК другой страны, спокойно заходит в тюрьму, проводит агитацию, записывает, забирает людей. То есть ЧВК не относится к Туркменистану. Туркменистан должен провести какой-то закон через парламент или подписать какой-то указ на разрешение частной военной компании проводить набор желающих в Туркменистане людей на войну на стороне России против Украины. То есть вот эти все юридические процедуры не соблюдаются. Как это возможно так спокойно провести мобилизацию в Центральной Азии? Путин это делает спокойно через ЧВК. Он же не президент Туркменистана или Казахстана, или... Как это возможно? То есть это не подчеркивает то, что Путин смотрит на эти страны как на свою колонию. Путин полностью владеет ситуацией и делает там то, что хочет, то есть нарушая законы не только на территории России, на территории Украины, спокойно нарушая законы на территории, допустим, Туркменистана, Казахстана. То есть вы не наблюдаете, что есть административное международное право нарушено Путиным не только в России, но и в нашей стране, в наших странах? Знаете, для того, чтобы заявить о нарушении международного административного права в нашей стране, должны произойти какие-то международные дипломатические выпады, да, определенные заявления. Но поскольку мы имеем дело с президентами-рабами, вот, например, вашему президенту, по вашим словам, могут дать пощечину, да, поэтому, естественно, никто из них не будет заявлять о нарушении в России юрисдикции наших стран. Естественно, они будут все это терпеть. И даже если внутри наших стран какие-то активисты поднимут эти вопросы, начнут задавать их публично и требовать ответов, ничего не произойдет. Поэтому Путин ведет себя крайне нагло, цинично и ведет себя как хозяин. Он и есть хозяин наших колоний, да, это и самый, что ни на есть настоящий хозяин. А сейчас с началом войны в Украине, поскольку в руках у этого человека сегодня уже не дипломатические инструменты, не инструменты там переговоров и дружеских встреч, а инструменты военные, он в руках буквально держит оружие и угрожает неконвенциональными видами расправы с Украиной, это ядерным оружием, химическими оружием и так далее, да. Естественно, конечно, такой человек очень опасен, и он сегодня пошел уже не просто ва-банк, он пошел вообще полную вседозволенность, и он будет использовать все методы. А наши страны, вот, допустим, в такой стране, как Туркменистан, я понимаю, что международное сообщество вряд ли дождется каких-то заявлений и сможет это каким-то образом проконтролировать, да, там, каким-то образом высказать какую-то ноту протеста в связи с той мобилизацией, которую проводит Пригожин в вашей стране по-хозяйски, да. Но, допустим, в Казахстане такое может не пройти, да, поэтому я считаю, что Путин вот сейчас организовывает с Токаевым некие мероприятия, которые могут де юре закрепить позицию Путина в Казахстане, чтобы они могли вместе принимать такие решения. И Токаев, как человек, которого сделали благодаря пиар-технологиям таким уважаемым и независимым, естественно, он сейчас очень выгоден Путину будет и очень поможет.
Вот у меня последний вопрос к вам, Жанара. Вот все, что вы сказали, оно укладывается в какую-то логику, которая сейчас и которая накладывается на все события, которые происходят в Центральной Азии, и подтверждается этой логикой. Но вот одно вот никак как бы не входит в этот разряд логических измышлений. Вот если это у Путина вот Центральная Азия как колония, и если он решил ее как бы прибрать еще плотнее, то есть ввиду того, что он погряз в войне с Украиной, у него ослабло, значит, политическое давление, военное давление на эти страны, у него ресурсов нету никаких. Они все ресурсы разбиты. Откуда он, значит, возьмет ресурсы на дальнейшее поглощение, еще более поглощение Центральной Азии? Как вы думаете? Ну, здесь есть две логических ошибки, да. Во-первых, эти логические ошибки, они общеизвестны, потому что их широко используют, опять же, многомиллионные российские СМИ, где вот комментаторы российские делают эту ошибку, ничего не зная о Центральной Азии, ничего не зная о Казахстане, о наших взаимоотношениях и плохо понимая структуру экономическую в самой России. Дело в том, что в Центральной Азии, наверняка вам это известно, и Казахстан просто напичканы это военными полигонами и военными базами Российской Федерации. Казахстан в этом смысле наиболее широко, так сказать, заселенный российскими военными территориями. Там миллионы гектаров просто отданы, да, под все это. И такие серьезные объекты, как Сарышаган, Эмба, Байконур, где сосредоточено огромное количество и оружия, и там и контингент стоит, и эти базы сегодня расквартированы все после января, там везде прошло усиление, и военные учения ОДКБ недавно прошли на юге Казахстана тоже. На юге Казахстана обычно их не проводят, их проводят на Балхаше, а в этот раз почему-то сконцентрировали именно в Алматинской области и в Джамбульской области, что тоже странно. Вот. И понятное дело, что те военные базы, которые стоят в Кыргызстане, на Иссык-Куле, те военные базы, которые стоят в Таджикистане в огромном количестве, они все будут работать на Путина. Это и есть его ресурс. Ему не нужно заводить какие-то огромные полномасштабные бригады, батальоны в Казахстан или там в Центральную Азию в целом для того, чтобы ее захватить. Вот у нас, например, контингент в Казахстане мы считали в общей сложности около 5000 военных сегодня стоит в Казахстане. Но это же специалисты, опытные люди, и они стоят на своих полигонах, на своих собственных территориях, укомплектованные. В любой момент их можно докомплектовать. И на приграничных районах России и Казахстана то же самое, там тоже высокая активность и высокое количество военнослужащих и баз, которые могут в любой момент докомплектовать. Там вот, например, в одном из приграничных регионов, забыла название этой базы, да, но мне вот военные объясняли, что эта база, она как раз-таки создана для того, чтобы там проводить докомплектацию, именно оттуда формируют батальоны эти и отправляют на фронт. И к нам она наиболее близко расположена, то есть для того, чтобы в Казахстан отправить этих бойцов, там буквально несколько дней соберут отряды. Поэтому ресурсы у него есть, и внутри России у него тоже огромные ресурсы. Это большое заблуждение считать, что Путина санкциями придушили. Ничего подобного. Он продолжает получать свой миллиард в день с нефтересурсов, с энергоресурсов, потому что контракты все еще идут. Да, у него на какие-то проценты, там 13, 17, там сколько-то процентов упали показатели добычи по разным другим направлениям, но пока еще это не сказывается на его финансовом положении, и запас прочности минимальный 3 года дают экономисты. То есть запас прочности экономики не менее 3 лет ему еще хватит. А что касается вооружения, то, простите, Советский Союз – это самый крупный оружейный склад на планете, и там до сих пор еще огромное количество ракет не выпущены. Например, я слышала такую аналитику, что по Украине выпустили только 30% артиллерии, которая вот сегодня там разрушила, уже стерла с лица земли огромное количество городов. Так вы можете себе представить, что еще 70% там находится у него, естественно, с этим оружием он может сделать много. Единственная его проблема – это
человеческий ресурс, специалисты. Я больше чем уверена, он их наберет именно у нас. И если эти люди пойдут по контрактам, и вы вот подсказали достаточно хороший способ для Путина, они его уже осуществляют. То есть людям просто дают гражданство России, и они идут туда как россияне. Вот и весь секрет. Спасибо большое за ваше мнение, за вашу оценку, за вашу аналитику по Центральной Азии. Уважаемые гости нашего канала, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Мы хотели бы больше составлять передачи про Центральную Азию, потому что Центральная Азия, мы считаем, не освещена. И мы ее освещаем не для того, чтобы настроить людей русских против казахов, или казахов против туркменов, или туркмен против русских. Нет, ни в коем случае. Сегодня факт, что Россию захватила банда ФСБшников во главе с Путиным, русский народ к этому не имеет такое большое отношение. Диктаторский режим в России, он такой же, как и в наших странах. Вот эти диктаторы создали свой клуб диктаторов, куда входит 5 центральноазиатских республик, плюс Путин, плюс Белоруссия. И они, эти диктаторы, угнетают свои народы. Я хотел бы обратиться к нашим братьям, сестрам Центральной Азии, проживающим в Центральной Азии. Мы вот этими выступлениями не хотим навредить имиджу нашим странам. Наоборот, мы хотим, чтобы наши страны, народы наших стран открыли глаза и не сидели, не ждали от своих правителей, что они будут делать наверху, какие мошеннические политические операции они будут делать. Чтобы эти люди проснулись и брали свою судьбу в свои руки. Хватит уже спать, хватит уже ждать. Вот если правительство, вот они, наверное, думают, они о нас думают, мы спим ночью спокойно и надеемся, что там все за нас думают и так далее. Поверьте, насколько близко к ним приближаешься, к этим правительствам диктаторским, узнаешь такие вещи, что они превратили правительство, государство в частный огород свой. Там идут только свои собственные интересы. Там интересы народа даже не смотрятся. Конституция, эти законы, международное право для них – это просто ширма для прикрытия. Поэтому я обращаюсь к народам Центральной Азии. Мы будем еще проводить вот эти передачи по Центральной Азии, оповещать наши народы о том, что происходит. Но я бы хотел вас попросить, братья и сестры, давайте объединяться, бороться с этими диктаторскими режимами, с агрессией Путина. Сегодня он напал на Украину, завтра Казахстан, послезавтра Узбекистан, послезавтра Туркменистан, Таджикистан, Казахстан и так далее. Мы, граждане Центральной Азии, можем дать отпор любой стране, поверьте, если мы объединены. Поэтому за объединение Центральной Азии, за объединение справедливости Центральной Азии. Спасибо, Жанара, большое за ваше более детальное. Я думаю, мы эти передачи будем проводить для того, чтобы наши народы знали, что происходит в соседних странах и были ближе. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.